Ассаламу алейкум. У нас Алло. сегодня в гостях вновь Алим Максутов, студент Стамбульского университета. Как дела, Алим? Аллах шукр, все хорошо. Все хорошо. Аллах. Хорошо, то, что у вас хорошо. Проведенный нами круглый стол, Алим, посвященный связи юртовских нагайцев с нагаями других регионов, произвел широкий резонанс. Особенно твое выступление. За нами пристально следят не только согласные с нами, но и наши оппоненты. Недавно на канале «Татары мира» вышел выпуск Ильнура Ярхамова, который половину передачи посвятил нам, именно активистам этого данного движения. Да? Мы польщены данным фактом. Наконец-то в Казани вспомнили о нашем существовании перед переписью опять. Особенно им не понравилось твое выступление, очевидно, и они сделали попытку опровергнуть твои доводы. Да. В частности, он заявил, что, дескать, юртовцы в метриках записывались не только нулаями, но и татарами. Так ли это? Что можно им ответить, по вашему мнению? Да, я посмотрел их выступление и, честно говоря, был сначала в шоке. Почему? Потому что, ну, вроде как серьезное издание, они себя позиционируют как журналисты и так далее, да, но при этом они там во многих местах вырезали мои слова из контекста, там представили, об этом чуть позже поговорим тоже, но представили там мои слова не в том свете, в котором я их говорил. Но что касается вот именно метрик, я удивился даже не тому, что они как бы вырезали, да, какие-то мои слова, а тому, что они даже не заметили, не услышали того, что я там говорил. В частности, я, к примеру, там говорил, что то есть они утверждают, что я сделал вывод о том, что нигде не встречается слово «татар» на основе всех метрик Астрахани. Обратим ваше внимание, что Максутов нам говорит, что да, просмотрел абсолютно все метрики в Астрахани и абсолютно нигде не увидел упоминания о татарах. Очень радикальное и категорическое заявление. Но при этом в том же отрывке, в котором они туда вставляют, где я говорил, да, с моими словами, они не замечают, что я указывал там юртовские метрики. Но как только мы смотрим в метрики, то мы видим там только Ногай. И ни разу вот за все время, которое я читаю астраханские метрики юртовские, я ни разу не встретил упоминания слова «татар». Или же они просто не знают, где там юртовцы, где там не юртовцы. То есть очевидно, что они не вовлечены, они не в курсе того, как устроена Астрахань и как устроено вообще, ну, скажем так, этническое разнообразие Астрахани. Да? Почему? Потому что кроме юртовцев там же жили и другие народы тоже. Кроме юртовских ногаев, да, жили другие ногаи и вообще другие народы. В частности, к примеру, я приводил именно юртовские метрики всегда. Например, это метрики из Карагалей, из Осыпного бугра, из Семиковки. В том видео, в котором они там вставляли, они вставили там метрики из Тияка, из Слободы Тияк, это вот Слобода Царев. И я там в самом видео тоже подчеркиваю, что я посмотрел именно астраханские юртовские метрики. Но они приводят метрики черной мечети. Ну, это смешно, конечно, утопающие за соломинку хватаются, да, и в этом случае, именно такой случай мы видим, именно такую ситуацию. Почему? Потому что черная мечеть, как они сами там об этом говорят, ну, почему-то они говорят и не думают, или что, черная мечеть являлась или является соборной мечетью Бухарского двора. Мы говорим о документах, сохранившихся в Черной мечети Астрахани. Она была построена в 1816 году и была соборной мечетью Бухарского двора. Что из себя представлял Бухарский двор? Это двор, который населяли узбеки. То есть это такие кварталы, которые населяли узбеки. И мечеть их, соответственно, она была узбекской, если говорить современным языком. Да? То есть это бухарские татары, как их называли, но на самом деле там были не только уроженцы Бухары, там были уроженцы и Хивы, и других регионов, вот Мавераннахра, такого региона, как Мавераннахр, населенного в основном
узбеками, да, если из тюркоязычных говорить. И именно вот, скажем так, вот из этой мечети они приводят. И причем они приводят мои слова о том, что когда я говорил про метрики, о том, что вот астраханские юртовские метрики, и там имамы из числа народа, из числа юртовцев, и вот это наиболее объективные, скажем так, данные, да, по поводу самосознания и самоидентификации юртовских нугаев, они приводят метрику из узбекской мечети, причем мечети, которая даже не входила в Оренбургское Магометанское духовное собрание. Дело в том, что Черная мечеть, она была под патронажем Бухары, то есть Бухарского эмирата. Потому что мы знаем, что Бухарский эмират, он же, скажем так, юридически не был даже в составе Российской империи. Да, она, скажем так, вела производство внешних отношений Бухарского эмирата, а во внутренние дела Бухарского эмирата Российская империя фактически, юридически не вмешивалась. Автономная. Вот. Да, автономная, да. Это, скажем так, вассальное государство было. Вассалы, да. И они там вот это вот приводят, вот эти вот метрики, которые не из среды юртовцев. Я шутил, вот у меня некоторые ребята спрашивали, я шутил по этому поводу, они бы еще из церквей какие-нибудь метрики достали и сказали, вот же, татарами называют. Ну да, естественно, назовут татарами. Причем там ведь такая формулировка, которая использовалась именно русской администрацией. Юртовский татарин, кундровский татарин. В метрической книге 1896 года, где говорится «Атасы юртовский татарин Мухаммад Харис Ибрахимулы Уразалин». В метрической книге от 1877 года мы находим упоминание о атасы Кандырау татары Исмаил имам Ахзамула. Кундровские татары, это же вообще, скажем так, то, как себя, например, большая часть нугаев, которых так называла русская администрация, не называли, это карагаши. Карагаши в основном называли кундровскими татарами. Поэтому, что я могу сказать? Это просто смешно. Вот эта вот ситуация, она показывает, насколько, скажем так, не осведомлены и не погружены в саму астраханскую действительность те люди, которые пытаются с нами как-то дискутировать или полемизировать. Да. Ну, получается, да, очень интересно, что вот официальные термины, в частности, российской администрации, дореволюционные, такие вот, как вы уже упомянули, юртовский татарин, кундровский татарин, да, они просочились вот в эти метрики. Да. И татарами официально у нас вот в Нижнем Поволжье звали по вот нашим астраханским архивным документам, как вы уже упомянули, и юртовцев, и карагашей. Здесь список можно продолжать. Это и туркмены, да, так называемые трухменские татары, да, как официально пишут. Также сюда можно включить казахов, которые проживали среди калмыков, так называемые тагмуты, или как их упоминают российские документы того времени, тагмутские татары. И вот ряд, как раз вот здесь это узбеки или сарты, как их еще называют, более в таком широком понятии, так называемые бухарские татары. Как раз вот жители Бухарского двора. Тогда вопрос такой, почему бы нашим уважаемым оппонентам с Казани, теперь бы не предъявить такой призыв и тем же самым потомкам этих народов, то есть узбекам, в частности, части казах, туркмен, призывать их записываться татарами и быть частью татарской нации. То есть как они упорно пытаются удержать юртовцев в этом конгломерате таком. Я бы хотел еще добавить гелянских татар, да, вот в Астрахани, и агрыжанских. Гелянские — это азербайджанцы? Да. Которых тоже сегодня сложно как-то причислить к татарам, да, хотя их причисляла Российская империя. А агрыжанские — это вообще индусы. Можно тогда в Индию поехать и сказать: ребят, вы себя как бы не знаете, вы татары, просто забыли об этом, да. И на ваш вопрос хотел бы ответить, почему вы говорите, почему бы им этого не сделать. Они это делают. Посмотрите
вот это замечательное интервью, кусочек откуда я недавно выкладывал у себя на Фейсбуке, интервью «Татары. Имперская нация», который вот уважаемый брат Руслан Айсин берет у Дамира Исхакова. Там он и узбеков как бы называет татарами, то есть он, по крайней мере, косвенно он говорит о том, что вот именно татары туда это имя принесли, и вот, скажем так, кочевая часть, кочевые узбеки, они являются татарами. И казахов часть, по крайней мере, он утверждает, что вот алшины, которые там есть, это младшие жузы, что они на самом деле-то татары. Вот. Но он при этом говорит, что типа вот я ездил к ним и говорил им об этом, но они со скепсисом восприняли эту информацию, типа они не захотели. Вот я с казахами, алшинами разговаривал, лично контактировал. Они себя считают сейчас уже казахами, памяти нет о том, что когда-то были татарами. Когда я им объяснил, что они относятся к древним татарам, они с большим недоверием отнеслись к этой информации. Вот он до такой степени дошел, да, что он едет к казахам и говорит: слушайте, вы на самом деле татары. Я не удивлюсь, если он в Индию поедет и скажет там, что они татары. Да? То есть это все, конечно, до абсурда доходит. И я бы вот, скажем так, узбекам нашим братьям, да, казахам, туркменам, азербайджанцам предложил чуть-чуть напрячься из-за этой ситуации, потому что на самом-то деле, вот, скажем так, наши братья-татары, по крайней мере, вот самая шовинистически настроенная часть татар, считает их не азербайджанцами, не узбеками, не туркменами, не казахами, а татарами. Вот. И эта участь пока вот непосредственно нас касается, да, там, нас, сибирских татар, там, башкир, да, вот. Но завтра, если мы сегодня там, если они продавят нас, то завтра они придут к ним. Вот я в этом практически не сомневаюсь. Ну, здесь такая пародия или такой этот мем даже можно сделать. Это брать кальку сравнителей так называемой ценности американской демократии. То есть вы не знаете, что вы еще татары, тогда мы летим к вам. Да. Ну, вообще интересно же, что вот Дамир Исхаков упоминал, говорил такие слова, что вот нагайцы тоже татары. Ну, нагайцы тоже татары на самом деле. Вот, и это должно стать, я думаю, что мемом тоже в этом смысле. Вот, что смеялись люди над таким подходом. Вот Ярханов в своем агитационном спиче еще и заявил, что мы, те, кто юртовских нугаев считает нагайцами, якобы опираемся только на метрики. То есть вот это у нас единственный аргумент, да? Да. И этим самым конструируем идентичность, имеется в виду этническую, конструируем из татар природных неких нагаев. Еще раз повторим нашу главную мысль. Не стоит конструировать искусственно из юртовцев нагаев, опираясь лишь на метрические книги. Так ли это вообще? Ну, здесь вообще ключевое слово «конструируем». Как раз-таки конструируем-то не мы. Нацию конструируют вот как раз-таки татары. В этом смысле они пошли по пути того, кого они ненавидят, и того, кого часто называют, ну, иногда, по крайней мере, называют даже эрогенной зоной Татарстана, Тишкова. Вот, не помню по отчеству, к сожалению. Вот главное, ну вот был такой, есть такой вот такой видный историк, он тоже вот ввел такую, родившуюся на Западе, ну такую концепцию того, плавильного котла, о том, что, скажем так, в одном государстве, там, допустим, в России, все народы должны утратить свою национальную идентичность и стать россиянами. Вот у татар тоже такой же подход, хотя они ненавидят Тишкова, они вообще ненавидят, они его не переваривают, но сами же по его же пути пошли. И считают, что все мы должны просто забыть свою идентичность и стать татарами. То есть нагайцы, вот, туркмены, неважно, да, вот там другие народы, там сибирские татары, башкиры, они все должны забыть свою идентичность и просто превратиться вот всем в одну массу вот, подобную казанским татарам. При этом, что радует, что сегодня вот в России есть перспективы у другого, скажем так, у другой концепции.
которую лично я поддерживаю, и я считаю, что это более конструктивная и более такая, скажем так, способная на жизнь концепция. Это концепция так называемого салата, да, вот общество, где каждый сохраняет свою идентичность, но в то же время они все будут, скажем так, едины, да. Вот, например, все мы имеем российскую идентичность, да, все мы россияне. Но при этом каждый из нас, он сохраняет свою идентичность. Я нагаец, там, тот татарин, третий башкир, четвертый там, сибирский татарин, пятый русский там, и так далее. Вот так. Вот эта концепция, кстати говоря, она в данный момент победила или, скажем так, начала свою работу официально прямо в Турции. Вот, нужно отдать должное вот Реджепу Таyyипу Эрдогану, что он пересмотрел долгие годы политики насильственной ассимиляции. Почему? Потому что вот в начале, в середине века, в начале 20 века здесь, в Турецкой республике, когда она начала свою деятельность, да, свою жизнь, была политика насильственной ассимиляции. Нельзя было быть черкесом, нельзя было быть там, нагайцем, курдом, там, неважно, вот, любым татарином. Нужно было быть турком надо было быть. То есть, кем бы ты ни был, ты должен был быть турком. И даже, вплоть до того, что, к сожалению, там запрещали разговаривать на родном языке на улицах, да, вот такие вот абсурдные. Конечно, это какой-то короткий промежуток было, да, вот до абсурда доходило это все. Переименовывали, например, национальные названия населенных пунктов. Но сегодня, вот несколько лет назад, Реджеп Таyyип Эрдоган прямо открыто и официально заявил о том, что вот Турецкая республика прекращает свою политику насильственной ассимиляции, и что сегодня любой может быть тем, кем он является. И сегодня вот черкесы являются черкесами, курды являются курдами, нагайцы являются нагайцами, там, крымские татары крымскими татарами и так далее. То есть здесь сейчас вот в этом официально уже абсолютная свобода. И радует, что вот Российская Федерация тоже в этом пути направляется. И на примере Турции мы можем увидеть нежизнеспособность той концепции, которую сейчас пытаются продвигать татарские национальные деятели. Да, вот я бы их назвал шовинистами. Вот. Что касается того, что мы опираемся лишь на метрики, это было изначально не так. Я думаю, что в этом те, кто посмотрели мое видео, да, вот мое выступление на вашем круглом столе, они в этом должны были убедиться. У нас целый комплекс доказательств, начиная с самой самоидентификации, самоназвания, да, вот, юртовских ногаев, да, этнографических данных, вот, которые Нибальсин приводит, которые там Георгий и так далее. Вот очень-очень много путешественников, которые непосредственно разговаривали с юртовскими ногаями, они приводят, и в то же время архивные данные. Это не только метрики. Метрики это, да, очень важное, но это не только метрики. Например, архивные данные приводит Вадим Вицинович Трепавлов. Он приводит, в частности, переписки с Крымским ханством, где вот астраханские юртовские ногаи прямо названы ногаями. Не какими-то абстрактными астраханскими татарами, а именно ногаями. Вот. Далее там данные восточных историков и восточных писателей. Да, вот, например, Ибн Рузбихан говорит о том, что астраханские цари выходят из мангытов. Но это не совсем так, но это говорит, то есть под мангытами нужно понимать, конечно, ногаев. То есть мангыты это такой правящий род у ногаев в Ногайской Орде, но надо понимать, что он их отождествлял, то есть он считал их едиными. Также то, что говорит Рамзи. Рамзи говорит, что астраханские ханы, они были из числа ногаев. Это Мурат Рамзи. Он был башкиром, конечно, но он был татаристом, он был верным последователем Шихабуддина Марджани. Вот. Также то, что я уже приводил ранее, это вот турецкие источники, не турецкие источники, а турецкие авторы, вот Шакире Балакчичелик, вот архивист, доктор наук, она вот приводила данные, анализ кыргызских эпосов и соотносила их с теми данными, которые имеются, скажем так, в научном обороте, и приходила к выводу, что Ямгурчи происходит из ногаев, основателей Астраханского ханства.
И также Нибальсин об этом говорит и так далее. То есть это вот огромный пласт, скажем так, историографической литературы, которая подтверждает нагайство юртовских нугаев. Также языковые данные, да, вот, данные филологов, лингвистов, например, вот данные, которые очень ценные данные, которые приводит Леонид Шайсултанович Арсланов. Вот, он недавно скончался, вот, соболезную всем его близким и всем, кому он был дорог нам, нугаям, потому что он очень много для нас сделал. И при этом он татарский ученый, он очень сильный, как скажем так, исследователь тюркских языков, наверное, сильнейший в свое время. Также это то, что сами татары называют, сами татары, которые живут в Астрахани, они называют юртовских нугаев нугаями. Вот. Это и вот... И не только татары. И не только татары. Туркмены. Казахи недавно... Туркмены, да, они говорят нугай. Да, они не говорят татары. Да. Казахи даже не выпустили видео о том, что вот они считают юртовцев нугаями. И вот они прямо сказали так, да, это, можно сказать, официально. Они выпустили такое заявление о том, что юртовцы это нугаи для них. Астраханские татары, так называемые, которых называют астраханскими татарами, по факту это все нагайцы. А те татары астраханские, которые живут в Пашмаковке, в Трех Протоках, там Карагали, Карагаш и так далее, это нагайцы. Причем это те казахи, которые вот с нами уже более вот 2 с лишним веков, да, проживают бок о бок с нами. То есть мы соседи, мы знаем друг друга, общаемся. И вот эти все, так скажем, отличия знаем не по слухам, не по книжкам, а по жизни. То есть мы чувствуем вот этот основной маркер, который отличает один народ от другого, свой-чужой, так называемый. Да? Да. То есть когда ты понимаешь, где свои, а где не свои. И... Кстати, вот хотелось бы в данный момент вставить тоже вот в защиту Рафиля Рифкатовича, да, которого тоже задели. Он у нас на проекте «Нагаеведение» выступал про нагайцев Оренбуржья, те, которые живут по берегам реки Сакмары. Мы верим в то, что и мы считаем правильным, что если ты по происхождению нагаец, если твои предки записывали себя нагайцами, в метрике твой прадед записал «Я нагай тайфсанан», то ты тоже нагаец. И ты должен гордиться этим. Если ты мещарин, то и твои предки были мещарями, то ты тоже должен записывать себя мещарином. Это обязанность, и мы не должны предавать своих предков. То есть вы понимаете, что татарам в Оренбурге предлагают сегодня отказаться от своего этнонима и записаться так, как записывались их предки несколько сотен лет тому назад. И он сказал, что они нугай, и что... А вот Ярхамов в своем видео говорит, что они давно стали татарами. Нет, они не стали татарами. Вот мы общаемся очень близко с Радиком Амировым, да, Радик Абы, я его называю. Он уроженец именно Сакмары. И он именно про вот жителей села Шишма говорит, что все татары вокруг называют их нугаями. То есть сами татары, которые там живут, которые не там где-то в Казани, да, которые там фантазируют себе, представляют какую-то себе заоблачную картину, а те татары, которые бок о бок с этими нугаями живут, они говорят, нет, они нугаи, мы их всегда нугаями называли. Вот, в этом плане, поэтому нужно, скажем так, изучать то, что, скажем так, изучать объективную картину мира, а не то, что человек хочет сам себе нарисовать. Конечно, можно нарисовать себе что угодно. Но реальность бывает иногда сурова, особенно к таким вот шовинистам и мечтателям, как Ярхамов. Еще интересно, вот Ильнур, он называет нагаев сословиями. Якобы юртовский нугай – это обозначение сословия, а не народа. Это прям новое такое слово в науке. Я такого раньше не слышал. Слышал наоборот, что нагаи были в казачьем сословии. Вот. Если, конечно, он это докажет, это, конечно, ему какую-то степень дадут. Но я не знаю, какую степень, конечно, пока сомневаюсь.
Ну, что ты насчет этого скажешь? Я имею в виду насчет того, что юртовский нугай – это сословие, а не название народа. Сейчас, по крайней мере, он тянет всего лишь на академика Врал, да, вот. Есть же такая премия Академии Врал. Вот. Он сейчас на нее тянет. На самом деле это не его слова. Мне известно чьи-то слова. Мы обсуждали это очень даже долго с Тахиром Ахатовичем Абдурахмановым, это исследователь-архивист Центра исследований генеалогии tatgen.ru, так называется. И я сильно подозреваю, я практически уверен в том, что вот это вот опровержение, которое вышло на меня, это именно Тахир Ахатович составил. Я уважаю этого человека, но он довольно-таки, нельзя назвать это последовательностью, да, но он довольно-таки упорно вот эту вот версию с сословиями пытается продвигать всеми мыслимыми и немыслимыми способами. То же самое и здесь. Они начали говорить, что в метриках писались исключительно сословия, что там не писался народ, национальная принадлежность и так далее, да? Что государству было интересно исключительно то, налогооблагаемый человек или нет, то есть они вот именно вот как налогоплательщика рассматривали человека, но там еще налогоплательщик и военнообязанный. Да, на самом деле было несколько сословий в Российской империи. Ну, это дворянство, естественно. Но что касается вот именно тех категорий, которые нам интересны, да, к которым нагайцы относились, это казачество и это государственные крестьяне. Практически подавляющее большинство нагайцев именно Астраханской губернии и вообще всех регионов фактически, да, нагайцев, они были в сословии государственных крестьян. Они какое-то время, после того, как вошли в состав Российской империи, они какое-то время были в служивых сословиях, которые в основном называются казаками, да, но потом их перевели в сословие государственных крестьян, и даже мурз, то есть людей, которые обладали княжеским статусом, их даже перевели в статус государственных крестьян, но когда те выразили протест, их перевели в сословие казачества. Казачье сословие, там казаки не обязаны были платить налоги и так далее, у них были кое-какие привилегии, поэтому вот мурзы, скажем так, которые были табунными головами, да, вот у юртовцев, мурзы из рода Эдиге, из рода Ямгурчи, они стали вот именно в казачьем сословии. Об этом, кстати, очень даже подробно рассказывает Виктор Михайлович Викторин. Вот в своем последнем видео, крайнем, да, вот на нашем проекте, опять же, Нагаеведение. Я думаю, что ссылку на Нагаеведение надо оставить в описании к этому ролику вообще, потому что мы уже на него не первый раз ссылаемся. Он там, в частности, говорит именно о юртовских нугаях, да, но и карагаши тоже входили именно в сословие государственных крестьян. И никакого сословия юртовцы, никакого сословия там карагаши, да, карагаш нугай, юртовские нугай, таких сословиев не было. Не было и сословий казанлы, не было сословий туркмен, да, вот, которые я там приводил, вот, туркмен тайфасы. Что же указывалось тогда в метриках, если зритель, естественно, справедливо у меня спросит? Что, они же говорят, что вот сословия указывались, да, и на самом деле, если мы почитаем правила заполнения метрик, метрических книг, и по церквям, и по другим мечетям и так далее, да, а общее правило, то там, да, указывается, что надо писать сословие. Но когда мы открываем, вот передо мной открыта метрика, да, из Осыпного бугра, в частности, и когда мы смотрим ту графу, где как раз-таки пишут ногай, да, юртовский ногай, карагаш ногай, туркмен, казанлы, да, вот, именно эту графу видим, то мы читаем, что здесь пишется имя отца и матери, hem эки тарафта булган бабаларының исмі, то есть отчество с двух сторон, потом фамилиясы кают тайфасындан екенлігі, то есть их фамилия и из какого они тайфа. Тайфа — это племя. Вот по-нагайски звучит как тайпа, да, вот у нас даже до сих пор распространена вот тайпан кайдей, да, вот какое у тебя племя. И вот у меня тайпа — это шомешли ас. Ру у меня ас, тайпа шомешли ас, а вот. И спрашивается, где в этой графе значится сословие, то есть
напиши сословие. Вот мулла открывает, скажем так, вот эту вот тетрадь, да, метрика дефтерин, и смотрит, что ему писать. Он видит, что нужно написать имена отца и матери, имена отцов, матери и отца, если есть их фамилии, и если есть их тайфалары, то есть их племена, да, вот, из каких они племен. И, естественно, он пишет, атасы такой-то, сын такого-то, юртовский ногай, анас такая-то, дочь такого-то, да, вот. Иногда пишут, что юртовская нагайка, она тоже, да, иногда не пишут, то есть основной упор делался на отца. Вот. И спрашивается, где мулла, вот, они же говорят, ты, ну, например, они приходят к мулле, да, вот, Ярхамов и вот Тахир Ахатич, и говорят, слушай, ты должен записывать метрики, ты должен записывать сословия, а ну, записывай сословия, как бы, да. А он говорит, слушайте, ну вот же здесь написано, тайфасы, фамилиясы, ну напиши, да, вот, фамилиясы, тайфасы, напиши. Вот я это должен записывать. Вот я исхожу из этого. То есть, там, в этой тетради так написано. И поэтому то, что они говорят, опять же, это, скажем так, в их своем каком-то мире, из которого они не хотят выходить. Вот, из своей какой-то сказки они живут. И даже они видят, вот среди них же есть люди, которые умеют арабские буквы читать, на тюрки читать. Неужели они не могут открыть и посмотреть и сказать, да, слушай, здесь так написано, значит, да, мы не правы, это не сословие. Нет, они говорят, нет, это сословие. Почему? Потому что должно там записываться сословие. Почему? Потому что государству не было интересно из какого-то тайфа, из какой-то фамилии. Это не интересно государству. Интересно из какого-то сословия. А здесь мы видим, в метрике нет. Я еще дополню, на самом деле метрики разные бывают. В разных метриках, даже в разных мечетях метрики заполняются по-разному. Некоторых вообще не пишут, из какой он фамилии. Пишут чисто имя отца, имя матери и все. В некоторых пишут даже сословия, да, в некоторых регионах. Я в астраханских не видел, в юртовских. Подчеркну. Теперь уже придется, наверное, подчеркивать постоянно. Смотрите, я говорю про юртовские. Потому что мне другие неинтересные метрики. Так вот, в астраханских юртовских метриках я не видел, чтобы сословие писали. Там, чтобы писали государственный крестьянин. Я такого не видел. Но, возможно, например, в тверских, там, в калужских, в казанских метриках это есть. Я не отрицаю, потому что вот по моему опыту метрики заполнялись по-разному. В зависимости от региона, в зависимости от имама и в зависимости даже от мечети. Вот. Это мой ответ. Вот в полемике на Фейсбуке, в частности, Ильнур Ярхамов заявил, что основой юртовских татар, то есть юрт Нугаев, да, были татары. Татары являлись главным этнокомпонентом юртовцев. И не нужно это отрицать. Как ты думаешь, кого это он имел в виду? Может, он имел в виду Астраханское ханство? И были ли они, жители этого ханства, татарами? Да. Что они представляют. Конечно. Да. Для них, я повторюсь, все татары. И нагайцы для них тоже татары. Поэтому меня вообще ничего не удивляет в их словах. И он в видео уже говорит, что якобы нам нужно смириться и признать то, что основу юртовских ногаев, да, составляли татары. А какие татары, он не указывает. Ну, что сказать по этому поводу? Опять же, я приводил уже и Шакире Балыкчичелик, да, турецкую исследовательницу, и других, и Мурада Рамзи о том, что в Астраханском ханстве жили ногая, и Ибн Рузбихана, и русских много источников тоже. Даже Адам Алиари, путешественник, дипломат, он был, кстати же, и в Казани, и в Астрахани. И причем он сделал зарисовки и Казани, и Астрахани. И он подписал Казань как Казань татарская, а Астрахань он подписал Астрахань ин Нагая, то есть Астрахань в стране Ногаев. И даже он приводит стихотворение ведь в своем, как раз таки под этим рисунком, да, где в частности говорится: «На Волге, Астрахань, пред нами ты предстала, страна Нагаев здесь вокруг тебя лежала.
Столицей ты была татар нагайских встарь, теперь твой властелин Москвы великий царь. Ну, причем я хочу сказать, что это вот он побывал в Астрахани всего лишь даже 90 лет не было, как бы, с тех пор, как пало Астраханское ханство. То есть не прошло еще столько времени, чтобы полностью все забыли, что жили какие-то татары, а не ногайи, да, вот. 80 лет прошло. Да, 80 лет прошло. Ровно 80 лет. 56-й и 36-е года. 16 Опять же, книга вышла в 1647, но он-то был раньше. Он был в 1636 году был. Вот. С дипломатической миссией. Да. Но жили еще те, кто родились в Астраханском ханстве, могли еще жить тогда. Но, по крайней мере, их дети там жили. По крайней мере, их дети были живы. И вот эти данные, они очень ценные, что в Астрахани и в Астраханском ханстве, то есть вокруг Астрахани, жили именно ногайи. И очень множество источников об этом говорят. И в первую очередь об этом говорят сами юртовские ногайи. Об этом свидетельствуют вот сказания, именно, вот, скажем так, предания юртовских нугаев, которые они рассказывали Нибальсину, которые они рассказывали другим исследователям. Да, вот. Татищев тот же. Да. Астраханский губернатор и историк российский. Да, Татищев, да. Об этом даже говорит наличие такой фамилии, как Жемгуршины, то есть Ямгурчеевы. То есть это потомки хана Ямгурчи, вот одного из таких независимых, последнего независимого такого хана Астраханского ханства, Ямгурчи. Его потомки, они до сих пор живы. Они до сих пор живут в Астраханской области. И, они тоже же нугаи, они же тоже юртовские нугаи. Если они были татарами, я не знаю, вот, на что они рассчитывают вот такими заявлениями, какие татары там жили, я вообще не понимаю. Опять же, вот это вот заявление Дамира Исхакова о том, что я просто недавно пересматривал его интервью, и поэтому опять я под впечатлением, о том, что якобы Астраханское ханство, оно было в кровной вражде, так как оно было из Большой Орды, да, оно было в кровной вражде с Ногайской Ордой. И что Ногайская Орда близко не могла подступиться к Астраханскому ханству. А когда подступалась, то только в целях завоевания. Астраханские татары были всегда во враждебных отношениях с нагайцами. Вот это, можно сказать, кровные враги друг другу. Поэтому, пока Астраханское ханство существовало, нагайцы и близко не могли подойти к этому государству. Но, правда, иногда они подходили, но в завоевательных целях. Обычно в союзе с крымскими татарами. Это просто абсурд. Этот человек реально, он просто перешел в какую-то параллельную реальность, в которой он хочет просто вот там находиться. Если же мы посмотрим на объективную реальность, то ведь вот с берегов Волги и большеордынцем, да, вот не из Большой Ногайской Орды, а из Большой Орды, из Улу-Улуса, был родом Шалкиз Теленши-Улы. И он был, то есть он с берегов Волги, из Большой Орды был, то есть практически с территории нынешней, то есть чуть позже создавшегося Астраханского ханства. И он был еще и сподвижником, и, скажем так, советником Бия Тимира. И вот он такие вот слова говорит: «Он сан ногай отанама гарасам, окас мырза оғырсызды көремен. Асқар тауға армай шығып қарасам, ана еділдің ақ елкенін көремен». Когда я смотрю на свою 10-удельную ногайскую родину, то вижу приход ненавистного Бия Ваккаса. Если неустанно поднимаясь на Эльбрус гляну, то Парус и Волгу матерью увижу. То есть он воспринимал как 10-удельную ногайскую родину именно Большую Орду, Улу-Улус. То есть он считал это ногайской страной. Если же мы посмотрим на внука вот этого Беклербека Большой Орды, Улу-Улуса Тимира, Дивея, да, вот Дивей, он упоминал в своем письме в Московскому государству, в дипломатической переписке, вот такие вот слова говорил: «Дед мой Тимир был на своем юрте в Нагаях». То есть он вот эту Большую Орду называл Нагаями, то есть то, где они жили. Нагаями называл.
О каких татарах там можно говорить, когда уже в Большой Орде была вот именно такая ногайская идентичность, которую мы видим на примере Дивея, на примере Тимира и на примере вот современника Тимира, такого поэта великого, как Шалкист, Леншоулы, да, вот. Вообще вот я заметил, когда вот наблюдаем за теми выпусками, которые Ильнур в последнее время вещает, ведет, он пытается такой создать имидж себе, не знаю, кому он подражает, может, Соловьеву подражает, нашему ведущему, да, всероссийски известному, но какой-то вот он такой озлобленный. Ты не считаешь? Не кроется ли за этим какая-то вот личная трагедия? Я уж не знаю, что с этим связано-то. Вот, ну я точно не знаю. Да, на самом деле такой имидж, какой-то ареал негатива вокруг него постоянно витает. Возможно, это связано с тем, что вот, ну, у нас есть наши земляки, да, вот, которые примерно учились тогда же, когда и он, и там же, где и он, да, в том же университете. И они тоже свидетельствуют. Ну и сам Ярхамов, он мне в личной переписке говорил, правда, он говорил, что вот университет испугался его там работ. Но вот наши вот друзья, которые были очевидцами и свидетелями и знакомы вот с Ильнуром Ярхамовым, они говорят о том, что он просто провалил вот свою учебу в аспирантуре исторической. И, по сути дела, он не состоялся, вот огромную часть своей жизни отдал попыткам войти в какой-то научный круг, но он не состоялся. Грубо говоря, если мы будем говорить, то аспирант-неудачник, можно его назвать, наверное. Может быть, вот этот вот опыт и вот эта вот травма сыграла на то, что он вот такой негативный ареал вокруг себя и негативную вообще энергию вокруг себя, да, вот распространяет. Хорошо. И последний вопрос, Алим. Вот подытоживая сегодняшний наш интервью, как ты думаешь, зачем нужна татаристам вот эта фальсификация истории, переписывание ее заново, и принесет ли это какое-либо благо им? Коротко, если можно. Ну, естественно, что блага никакого не принесет. Почему? Потому что, ну, если даже со стороны религии, то это то, чем они занимаются, это грех. Это грех. Почему? Потому что мы знаем, что в исламе даже то, что тебе не принадлежит, нельзя себе приписывать. Это касается и каких-то добрых дел, и знаний, которых у тебя нет, ты не должен себе приписывать. И даже это касается первую, ну, может быть, не самую первую, но в первом ряду, да, стоит в этом родословное. То есть человек, который не имеет отношения к какому-либо роду, он не имеет права приписывать себе этот род, да. Некоторые мошенники могли так делать, но мы видим, что сегодня татары пытаются приписать себе род, ногайский род, да, вот. И естественно, что это благо никакого не принесет. Ну а зачем им это надо? Ну это какие-то иллюзорные имперские амбиции, которые, я считаю, что это совсем неконструктивное и противоречащее какому-то вот мирному братскому сосуществованию внутри тюркского мира. В конце надо упомянуть, что я приглашал на диалог и приглашал на диспут и Ильнура Ярхамова, и Тахира Абдурахманова, обоих людей, которые и сделали, и подготовили, и выпустили так называемое опровержение на мое выступление. Но они оба отказались. Всем спасибо за то, что посмотрели столь долгий ответ на такое слабенькое опровержение в кавычках. Вот. То, что он задержался, это полностью моя вина. Сам ответ был записан еще 16 августа, но я не был в состоянии сесть и полностью просмотреть его для того, чтобы одобрить или же что-то исправить. И только сейчас я это смог. Извинения это именно перед зрителями, именно перед подписчиками того канала, на который это видео будет залито, но не перед теми людьми, которые везде бегали и кричали, что якобы я не смогу ответить и так далее.